мальчишки и девчонки, а также их родители. Баршағызғада қойнар сәлемнәр. Это программа «Біргалеп Ираник», программа, в которой мы учим слова на татарском языке. Помогают нам учить его легко и весело наши участники. Давайте знакомиться с сегодняшними гостями. Сегодня у нас в гостях семья Микаиловых, Айза и ее сестра Полина. Здравствуйте. Здрасте. А также семья Махмутовых, Алим вместе с папой Равилем. Здравствуйте. Давайте знакомиться с нашими героями ближе. Айза учится в гимназии номер 94 и любит изучать иностранные языки, в том числе немецкий и татарский. Она особое внимание уделяет творчеству, посещает музыкальную школу номер 1 имени Чайковского, является лауреатом первой степени международного конкурса, а также занимается балетом в Казанском хореографическом училище. Давайте посмотрим на экран. Айза, скажи, пожалуйста, ты в будущем кем хочешь стать? Ну, я хочу стать художником. Художником? А почему тогда любишь заниматься балетом, вокалом? Ну, я занимаюсь хором, фортепиано. Но хочешь стать художницей? Да. А какие картины любишь рисовать? Ну, люблю рисовать людей всяких там. То есть портреты, да? Да. А натюрморт ты пробовала? Нет еще. Нет, только людей пока рисовала. Тогда давай договоримся так, как только ты станешь известной художницей, с тебя мой портрет. Хорошо? Полина, вы ее сестра. Да, старшая. Остается свободное время у нее? Очень мало свободного времени сейчас у детей вообще, в принципе, потому что родители очень много сейчас вкладывают в образование детей, различные секции, кружки, а также школа очень много времени занимает, уроки и тому подобное. Но, тем не менее, свободное время есть. Ну, немножечко, но есть. Как проводите вот эти драгоценные минуты, часы? Ну, проводим чаще всего, конечно же, с семьей, все вместе. Бывает, где-то ужинаем, либо обедаем, может быть, это походы в кино. То есть такие развлечения, Да. отвлеченные от образования. Да, все верно. Хорошо. Ты любишь изучать немецкий и татарский. Да. Сколько лет уже изучаешь немецкий? Ну, немецкий я пока еще мало изучаю. Мало? А что, какие слова уже, может, предложения какие-то знаешь? Ну, я знаю вот предложение, как зовут там. Ну, давай попробуем. Das ist Tom, ist das Tim. Das ist Tom, natürlich. Я тебе желаю удачи и удачи в сегодняшней игре. Спасибо огромное, что ты сегодня с нами. И знакомимся с еще одним героем. Его зовут Алим. Он очень любит играть в хоккей на льду, любит помогать маме по дому, готовить на кухне, играет в шахматы, уно, морской бой, монополию, любит слушать современные песни, а также исполнять их, любит танцевать, любит лепить пластилин. Алим, у тебя очень много занятий. Что больше всего тебе нравится? Мне нравится хоккей. Хоккей. За какую команду болеешь? За Акбарс и Волну. За Акбарс и Волну. Да. А сам в будущем хоккеистом хочешь стать? Да. Вот скажи, пожалуйста, ты помогаешь маме по дому и готовишь. Что вместе любите готовить? Что у тебя лучше всего получается? Мы любим готовить блинчики и пирожки всякие. А пирожки с чем? С мясом и с картошкой. С мясом и с картошкой. Тогда, если Айза мне будет рисовать портрет, то ты приносишь мне пирожки. Хорошо? Да. В будущем. Отлично. Равиль, как вы видите его в будущем? Он хочет стать хоккеистом, но при этом, как я понял, очень любит настольные игры. То есть шахматы, уно, монополия. Куда все-таки тянет? Ну, он больше всего любит хоккей. Вот, и ему нравится играть в хоккей, чем тренироваться даже. Вот. Настольные игры он любит играть с братом, то есть у него есть старший брат. Он тоже занимается хоккеем. Старший брат потянулся за ним. Ну, а откройте секрет, конкурируют между собой? Ну, старший брат уступает. Ну, как бы они все-таки между собой больше ладят, чем не ладят. Это нормально. Главное, Да, что это они нормально. ладят, дружат, улыбаются и хотят стать большими и известными хоккеистами. Я вам желаю удачи. Огромное спасибо, что вы сегодня с нами. Давайте начинать нашу игру. Тема сегодня – чаепитие.
В эфире первый тур нашей программы. Напомню правила. Мы записали рассуждения детей, которые говорят о различных словах, связанных с чаепитием. Ваша задача очень простая. Нужно просто угадать, о чем они говорят. Вопрос мы задаем поочередно каждой команде. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. Итак, с кого начнем? Айза, Алим, с кого? Давайте с нас первых начинали. Приветствую. Хорошо. О, девочки, Айза, привет. начинаем с тебя. Первый вопрос тебе смотрим и слушаем. Он сладкий, я его очень люблю. Еще в кафешках его часто дают вместе с чаем. Это такая липкая вещь, и ее очень сильно любят медведи. Он очень жидкий, он прилипает к рукам. Он такого желтого цвета и бывает коричневого. Его сильно любят мишки и Винни-Пух. Она бывает цветочная, липовая. Итак, Айза, как ты думаешь, Мед. что это? Мед. Какой мед любишь? Или пока не Ну, отличаешься? сотами уж ты любишь тоже. Просто. Хорошо, я принимаю вариант ответа. Это действительно мед. 1 балл достается вам. Мед по-татарски бал. Алин, ты готов? Да. Тогда смотрим. Ее пьют маленькие дети, и я тоже пью. Оно очень холодное, когда его покупаешь. Его дают корова. Оно бывает топленое, а бывает не топленое. А еще его добавляют в яичницу. Итак, Алим, что же дает корова и что добавляет в яичницу? Молоко? Молоко. Молодец. Это правильный ответ. Молоко по-татарски süt. Айза, продолжаем с тобой. Внимательно смотрим. Это как печенька, только это не печенька. Там есть пудра сахарная. Его готовят в Туле. Первый раз его сделали в Туле. А еще бывает то, что за один раз мы съедаем целую пачку. Он круглый. У него еще есть начинка. С медом, с мятой, с шоколадом. Я поняла. Полина, Это можно? пряник. Это пряник, тульский пряник, поэтому его так называют, потому что это символ города Да. Тулы. Это правильный ответ, молодцы, вас поздравляю. Пряник по-татарски пряник. Так, Алим, вновь вопрос тебе, смотрим внимательно на экран. В сказках он и у Федоры был, а еще он бывает часто главным героем. Можно кипятить воду. Он бывает золотой, серебристый. А раньше его использовали, чтобы пить чай. Из него дым идет. Его всегда берут на пикники. Такая круглая вещь и большая. Только у нас нету. У бабушек в деревне есть. Итак, Алим, как ты думаешь, о чем идет речь? Равиль, помогайте, можете помогать. Самовар. Самовар. Почему? Ну, я думаю, что у бабушек, дедушек они чай пили из самовара. Там можно кипятить воду, Да. делать вкусный чай. Чай, да. Это правильный ответ. Молодцы. Самовар по-татарски самовар. Мы продолжаем вместе с Айзой. Смотрим на экран. Он круглый, похож на колесо, но только съедобный. Его делают из муки. У него внутри есть дырка. Он круглый. Дырочку там сделали, чтобы было держать удобней. Она очень вкусная, она сделана из свежего хлеба. И с ним можно чай пить. Айза, с чем же можно пить чай? Пончик. Пончик? Ну, пончик это такая американская версия. А по-русски? Может, бублик? У нас бублик, в Америке пончик. Бублик по-татарски клиндер. На очереди 6-й вопрос, 6-е слово. Готовы? Готовы. Алим, Равиль, готовы? Смотрим. Его делают летом из спелых ягод, из фруктов. И еще из песка. Оно бывает из смородины, из шиповника, из малины. Бабушка закатывает в банке. Так. Алим. Равиль. Варенье. Варенье. Какое любишь варенье?
больше всего? Клубничные и малиновые. Мы с тобой друзья. Я тоже люблю клубничное и малиновое. Это правильный ответ. Варенье по-татарски кайнатма. Мы выучили 6 слов сегодня. Пора подвести итоги первого тура. У нас пока ничья. Мы продолжаем нашу программу. В эфире программа «Бергаля Пиряник». Давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Айза, как будет по-татарски мед? Бал. Бал. Именно так. Алим, тебе слово молоко. Süt. Süt, яхша. Айза, варенье. Kaynatma. Кайнатма, яхша. Алим, тебе слово самовар. Самовар. Самовар, молодец. Айза, бублик. Клиндер. Именно так. Алим, тебе досталось слово пряник. Праник. Умница. Мы готовы начать второй тур. Сейчас, уважаемые команды, на экране появятся картинки. Ваша задача запомнить, где какая картинка находится. У вас на это будет всего лишь 15 секунд. Поверьте мне, этого достаточно. Как только время выйдет, я буду задавать вам вопросы. Готовы? Алим, готов? Да. 15 секунд. Время пошло. Итак, время вышло, пора отвечать на очень сложные вопросы. Алин, начнем с тебя. В какой ячейке находится пряник? Пряник. Под каким номером? 3. 3. Точно? Да. Открываем цифру 3. Там находится пряник, пряник. Молодец. Айза, где находится варенье? Кайнатма. 1. 2. Точно 1? Да. 2. Так, Полина не согласна. Я считаю, что это 2. Нет. Нет, или там был мед? Не знаю. Нет, да, точно, она права. Там первое это варенье. Мгм. Какую цифру открываем? Первую. Открываем цифру 1, проверяем. Там варенье. Молодцы. Молодцы, Айза. Айза, ты молодец. Алим, тебе вопрос. Где находится молоко? Süt. 5. Ячейка номер 5. Точно? Да. Смотрим, открываем и проверяем. Ячейка номер 5. Там находится молоко. Süt. Айза, тебе вопрос. Где находится мед? Бау. 2. Ячейка номер 2. Проверяем. Открываем ячейку номер 2. Там находится мед. Бал. Совершенно верно. На очереди 5-й вопрос. Всего во втором туре будет 5 вопросов, поэтому берем, пожалуйста, игрушки в руки. Ананас, яблоко. Сейчас, как только я задам вопрос, кто первым нажмет на игрушку, тот и будет отвечать. Итак, внимание, вопрос. Где находится самовар? Алим был быстрее. В 9. Точно. Да. Прям вот уверен. Да. На 100%? Да. А на 200? Нет, на 200% не уверен? Нет. Только на 100? Да. Открываем ячейку номер Да. 9. Проверяем? Да. Открываем. Проверяем. Там находится самовар. Молодец. Как бы я тебя не пытался запутать, ты совершенно прав. Итак, друзья мои, второй тур завершен. Пора подвести его итоги. Пока впереди всего лишь на 1 балл. Алим и Равиль, я вас поздравляю, но впереди третий тур нашей программы, он может поменять ход событий. Вновь давайте повторим слова, которые мы сегодня выучили. Мед, бал, молоко, süt, варенье, кайнатма, самовар, самовар, бублик, клиндер, пряник, пряник. Мы начинаем третий тур. В третьем туре нашим командам предстоит разгадать ребус. А точнее узнать и рассказать нам, что связывает 3 картинки, которые появятся на экране. Играем мы с помощью игрушек. Пожалуйста, возьмите их в руки. Сейчас появятся 3 картинки. Как только вам будет понятно, что за слово их связывает, сразу нажимайте. Алим, понятно? Да. Айза, готова? Да. Смотрим первый ребус. Как только догадаемся, нажимаем на игрушку. Итак. Алим был быстрее. Алим, какое слово их связывает? С вареньем. Почему? Давай, рассказывай. Потому что варенье с сахаром и варенье еще сладкое. Так. Кастрюля здесь почему? Что варенье надо вскипятить.
Варить. Да. Так, а бабушка? А бабушка, это означает, что бабушка готовит. Бабушка готовит. Внимание, правильный ответ. Все эти три картинки связаны со словом варенье. Кайнатма, молодец, я тебя поздравляю. Итак, второй ребус, также с игрушками. Как только вы поймете, о чем идет речь, сразу нажимаем. Внимание на экран. Это сложный ребус, скажу сразу. Алим, ты случайно нажал или готов Да. ответить? Не случайно. Случайно? Хорошо, тогда еще думаем. Это Млечный Путь, это бидон и это усы. Если есть вариант, нажимайте. Так, Айза, наконец-то, давай. Сыт. Сыт, молоко. Почему? Как бидон для молока. Так, бидон для молока, хорошо. Как усы связаны с молоком? Если усатый дядя будет пить молоко, Веселый молочник. веселый молочник. Млечный путь еще по-другому называют. Молочный путь. Все эти три картинки связаны со словом молоко. Сет, я вас поздравляю. Это действительно было сложно. Я сам не сразу догадался, о чем идет речь. Но балл все-таки Айза с Полиной вырывают у меня. И давайте подведем итоги нашей игры. Настоящая битва мальчики против девочек сегодня состоялась в нашей программе. Но с небольшим отрывом в сегодняшней игре побеждает Алим и Равиль. Я вас поздравляю. Но, Айза, не расстраивайся, подарки будут всем. Сегодня нашим участникам мы дарим вот такие пригласительные билеты от контактного зоопарка «Парк тропических бабочек». Я жду вас вновь в этой студии с хорошими впечатлениями от посещения этого прекрасного места. Ну а нам пора прощаться. Учите языки, никогда не забывайте свой родной. На сегодня прощаемся. До скорых встреч. Пока-пока. Сау булыгыз. Сау булыгыз.